Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 13 мая. Это у нас с вами будет вторник, и смотреть будем на колоде «Цыганский пасьянс». Овны, первые овны, 13 мая, вторник, события дня. Покажите мне, как пройдет вторник у овнов. Смотрим овны. Первое, что я вижу, это 2 меча. Еще и маска. Машина. Угу. Открывается тайна. Может быть, откроется какой-то обман, из-за этого будет конфликт. Бабочку нельзя. Подарочек. Розу нельзя. Цепочка. Угу. Еще, к сожалению, есть колодец. У вас тут прям повыпадали негативные события. Так. И здесь не вижу. Получается, в этот день из предупреждений однозначно обман, маска. Вас могут обманывать, прикидываться другими людьми. Дальше будет сильное разочарование, глубокие переживания, может быть конфликт, открытие какой-то информации, открытие тайны, нерешенный вопрос. И вопрос, ну, по периметру выпали, возможно, скоро решится, может быть, даже на этой неделе. Поэтому, ну, во вторник решен не будет этот вопрос. И подарочек. Подарочек, дорога – это хорошее событие. 2 хороших, а вот эти больше предупреждения для вас. Вот такая информация. Благодарю за внимание. Я перехожу к тельцам. Тельцы, 13 мая, вторник, события дня. Покажите мне, как пройдет день у тельцов. Угу. Падают. Скользкое дело, рыба. Дерево. Солнце. Так, сейчас. Подарочек. Маска. Колодец. Негативные события. Ну, в принципе, рыба тоже.
Так, здесь нет. Получается у вас 3 на 3. 3 события классные. Это приглашение. Приглашение на торжество, хорошее настроение, солнце и подарки. И 3 негативных события. Это скользкое дело. Кто-то попытается вас обхитрить, обмануть. Тем более выпала маска. Да, маска это тоже обман. Поэтому, ну, возможно, это будет одно и то же событие. Рыба и маска. Ну и глубокое разочарование, колодец. Ну, понятно, что разочарование, скорее всего, что вы в этот день уже поймете, что это был обман. Потому что маски будут сорваны, этот обман откроется. И вы будете расстроены. Видимо, это кто-то, может быть, из близких людей. Так что вот такая информация для вас. И хорошие события есть, и не очень. Смотрим дальше близнецов. Близнецы, 13 мая. События дня. Близнецы. Угу. Первое событие — машина. Роза. Молния. Будильник. 4. Угу. Свиток еще есть. И здесь не вижу. Значит, получается 5 событий. Первое событие выпало — поездка, машина, дорога куда-то. Дальше свидание может быть или просто приятная встреча. Деловая встреча может быть у вас во вторник. Будильник всегда показывает, что день может быть распланирован даже по времени. Допустим, одна встреча, другая, и вам надо везде успеть. И также вас ждут какие-то новости. Скорее всего, они будут в электронном виде, имеется в виду, допустим, это может быть смс какая-то информационная, это может быть там новости в телеграм-каналах, в разговоре с кем-то по телефону, да, вот кто-то расскажет какую-то информацию. Так что такие события. В принципе, у вас тут все хорошо. Единственное предупреждение — правильно распределяйте время по будильнику, чтобы никуда не опоздать. Смотрим дальше. Дальше у нас будут раки. — 13 мая, раки. Вторник. Вторник, события дня, раки. Угу. Первое событие — ожидание, корабль. Кровать. Угу. Кровать и свидание, роза. Приглашение. Бабочка.
Колокольчик нельзя. Угу. Подсвечник. Ну, подсвечник рядом с кроватью свидания может показывать больше не надежду, а романтику. Так, здесь нет и здесь нет. Ну, получается, смотрите, все события у вас хорошие. Особенно, да, вот эти три. Подсвечник, кровать и роза. Свидание, интимная связь, да, ну, какая-то романтическая встреча. Ожидание. С утра прям вы будете в ожидании, возможно, вот этих событий. Ожидание, также приглашение. Получаете приглашение куда-то и деловой разговор, деловое общение с кем-то в этот день. Вот такой у вас, в принципе, хороший день. Благодарю за внимание, раки. Перехожу я к левушкам. Львы, 13 мая, вторник, события дня. Цветок, первое событие, очень хорошее. Нерешенный вопрос. Письмо. Месяц. В таком сочетании, возможно, вы уже много раз подходили к этому вопросу. Видите, цикл. Есть даже какой-то цикл. И что-то никак у вас этот вопрос не решится. Успех. Так, здесь нет, нет, нет. Не вижу, не вижу. И мечи нельзя соединить. Получается, у вас в этот день исполнится какое-то желание ваше. Дальше может быть нерешенный вопрос. И ножницы, видите, где вторая половинка, где-то мне попадалась и потеряла. Вот она. Ну, как бы разделяет одна карта, ножницы, далековато, половинки друг от друга. Поэтому этот вопрос решится, но, там, не знаю, в течение 1-2 недель, может быть, больше. Во вторник точно не решится. Дальше, в каком-то деле вас ждет успех. Да, вот если один вопрос не решится, то другой решится очень хорошо, с классным результатом. Будет также событие, которое имеет цикл, цикличность, то, что вы делаете каждый месяц. Или там каждый сезон, каждую неделю, то есть есть цикл. И может быть еще новости, получение новостей, либо работа с документами в этот день. Вот такие события. То есть из минуса получается нерешенный вопрос, зато плюсом идут исполнение желания и успех в каком-то деле. Такая информация для вас. Благодарю за внимание, и я перехожу. Кто у нас там дальше? Девы. Девы. 13 мая. 13 мая, вторник. События дня для дев. Покажите мне самые основные, самые важные события, которые произойдут у дев во вторник. Угу.
Вас ждет победа, флаг. Череп. Ага. Расческа. Роза. Свиток. Угу. Периметр не нашла. Значит, получается 5 событий. Первое – победа. Показали, что будет победа в работе, в делах. И смотрите, выпала деловая встреча. Возможно, эта встреча пройдет очень успешно для вас результатом. Дальше может быть приятная какая-то встреча с друзьями, с любимым человеком, свидание. Дальше. И 2 предупреждения. Это неприятность. Что за неприятность, непонятно. Но рядом выпадает победа. Возможно, победа над какой-то неприятностью. Ну, вот какая-то такая история может быть. И тема здоровья тоже может проигрываться во вторник, потому что выпал череп, болезнь. Что-то может беспокоить, болеть. Возможно, вы уже запланировали визит к врачу, тогда череп просто показывает, что это реализуется. Так что вот 2 предупреждения для вас. Опять же, неприятность и здоровье, это может быть какая-нибудь травма, может таким образом проигрываться. Так что будьте поосторожней во вторник. Благодарю за внимание, перехожу к весам. Мая, весы. Яблоко. Первое событие. Два меча. Цветок. Колодец. Цепь. Ну, к сожалению, день, конечно, не очень приятный, потому что у многих знаков выпали такие события. Негатив. Ну, как бы и негатив, и позитив. Да, вот интересно, что у многих так. И плохие события, и хорошие. Нейтральных как-то нет в этот день. Также есть еще конверт. Ключ, не проговорила вам. Ключ, конверт. И у вас событий много. Если у других там по 3, 4, 5, у вас тут уже 3, 5, 7. Периметр не нашла. Получается, смотрите, значит, из минусов. Первое событие выпало и показало, что может быть конфликт. Опять же, напоминаю, 12-го у нас с вами полнолуние. И плюс-минус 2 дня от полнолуния. Вот эти все конфликты на эмоциях, они могут встречаться сплошь и рядом. Конфликт, слезы, яблоко, глубокие сильные переживания, разочарования. Ну, скорее всего, что это как результат этого конфликта. Нерешенный вопрос может быть в этот день. То есть какой-то вопрос не решается. Поэтому вот во вторник лучше, наверное, никакие вопросы не решать. Но также плюсом идет ключ.
это реализация задуманного, то есть это когда вот все в ваших руках. Если вы что-то задумали, захотели, вы можете это получить. Даже в том числе, например, и да, вот решить вот этот нерешенный вопрос. То есть тут все будет зависеть от вас. Если вы не будете расстраиваться, опускать руки, то в принципе здесь можно добиться результата. Ну, короче, тут все, видите, зависит от вас, от вашего состояния, готовы вы к бою или нет. Также плюсом выпадает исполнение желания, заметьте. И письмо – это новости, либо получение. Может быть еще работа с документами. Вот 3 такие основные темы, как может проигрываться письмо. Так что вот такая информация для вас. Предупреждение – это конфликт и нерешенный вопрос. А как совет стараться не опускать руки в этот день, и тогда вы сможете, в принципе, все это преодолеть. Смотрим дальше скорпионов. Скорпионы, 13 мая, вторник. Покажите мне информацию для скорпионов. Как у них пройдет этот день? Какие события будут? Основные события скорпионы. Сразу же первое событие — месяц. 2 сердца уже нельзя соединить теперь. Весы. Конверт. Угу. Расческа. Неприятность, которая поставит перед выбором. Успех. Ну да, вы не исключение. У многих знаков негативное событие и какое-то суперпозитивное событие, как в противовес. Такой, хочется сказать, день крайностей. Значит, это нельзя. Роза. Змею нельзя. Еще вот лебедь был, я не увидела сразу. Угу, друг. Ну, у вас тоже много событий. У весов сейчас тоже выпадало много. Так, и здесь нет. Получается, у вас даже больше. У вас 8. Пока у вас больше всех. Значит, первое событие — месяц. Показывает, что будет какое-то событие, которое имеет цикл и постоянно происходит. Раз в неделю, раз в декаду, раз в месяц, раз в сезон. В этот день будет. Дальше может произойти какая-то неприятность. Заметьте. Будет получение в этот день. Получение новостей, получение документа. Дальше сложный выбор. 2 варианта, между которыми придется выбирать. Может быть, этот выбор будет связан с неприятностью. Успех в работе, в делах, встреча с друзьями, свидание и гармоничные отношения в паре. Лебедь, верность. Поэтому тут точно все хорошо будет в личной жизни, с друзьями, в делах. Успех показывает, успех, победа. А минусом, вот видите, идет какая-то неприятность. Может быть, она, конечно, произойдет не с вами. Такое тоже может быть. Иногда пассиансы показывают то, что мы видим, то, что происходит на наших глазах. Даже вот иногда свидание. Это не твое свидание, а ты как будто бы, ну, там, пошел где-то поужинать, да, в кафе, ресторан или пообедать, смотришь какое-то свидание рядом. Ну, и вот, ну, то есть пассианцы вот таким образом проигрываются. Или там верность. Это не твоя верность, а ты видишь там какую-нибудь свадьбу в этот день. Так что на это тоже обращайте внимание. Пассианцы иногда таким образом проигрываются. Даже чаще всего таким образом проигрываются. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам.
Стрельцы. Стрельцы, 13 мая, вторник, события дня. Змея, первое событие. Общение со змеей у вас будет. Так, ну здесь два варианта. Значит, первый это цепь, нерешенный вопрос. И второй это флаг. Я увидела первый флаг. Оставляю его. Если вы увидели цепь, тогда у вас проиграется этот нерешенный вопрос. Шарики. Классное событие. Угу. Успех. Победа, успех. Так, и ага, еще есть якорь. Смотрим теперь здесь. Есть еще лебедь. Дальше. Угу. Весы по вертикали есть. Весы здесь нет, 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 нет. И здесь тоже не вижу. Получается, у вас в этот день общение со змеей. Это с человеком, у которого острый длинный язык. Так что готовьтесь, кто-то может вас там, не знаю, как-то обидеть, задеть, сделать замечание какое-то, подколоть. А дальше. Это, кстати, может быть просто зависть элементарная со стороны других людей, так как у вас выпадает победа и успех. Кто-то может просто позавидовать. Дальше, значит, будет победа, успех в делах. Будут очень хорошие новости, радостные, позитивные шарики. Будет гармоничное отношение в паре в этот день. Может быть, даже какое-то событие парное. Сложный выбор может быть, весы. Выбор из двух вариантов. И якорь показывает остановку, точку зависания. Знаете, как корабль, когда становится на якоре, да, он неподвижен. Вот так и вы где-то вечером можете заякориться. Может быть, это будет дом. Так что, в принципе, у вас очень такой классный день. С хорошими новостями, с успехами в делах. И в личной жизни тоже показали, что может быть все хорошо. Благодарю за внимание. Стрельцы, переходим к козерожкам. Сейчас посмотрим, что у козерожек будет в этот день. Козероги, 13 мая. Козероги. Угу. 13 мая, вторник. Так, смотрим, козероги, что вам этот день приготовил. Сразу же бокал выпадает. Возможно, попадете на какое-то застолье. Угу. И приглашение. Видите, бокал, приглашение. Может быть, как вариант, не само застолье будет в этот день, а пока только договоренность. Конверт. Может быть, через переписку, через информацию. Мне приходит информация, да, вот, с этим приглашением, сообщение. Ключик.
Лебедь. Подсвечник. Здесь нет. Получается, в этот день может быть застолье, приглашение, сообщение, новость, либо получение, ключ. Все в ваших руках, все будет происходить так, вот как вам надо. Перед вами будут открываться двери, все будет удаваться легко и быстро по ключу. Дальше, это, знаете, это как волшебная палочка, да, в руках. Все, что не захотел, все получил. А дальше верность. Все хорошо в личной жизни и надежды. Надежды на этот день. Я думаю, что все надежды ваши должны реализоваться. Так что в целом у вас день очень позитивный. Ключик, приглашение, гармоничные отношения. Плохих событий у вас не выпало. Благодарю за внимание. Перехожу к водолеям. Так, водолей, 13 мая. 13 мая, вторник. События, события дня. Смотрим, водолеи. Так, ну здесь два варианта. Здесь есть у нас с вами и ножницы, и свиток. Хорошее сочетание. Деловая встреча, на которой решаются важные вопросы. Чашка чая. Кровать. Ключ. Видите, все в ваших руках. В ваших руках на этой встрече решить вопросы. Застолье. Застолье гости. Может вместе проиграться. Подкову нельзя соединить. Скользкое дело. Рыба. Опять же, рыба, если выпадает застолье, гости, то рыба иногда проигрывается как продукт. Да, то есть какая-то вкусненькая рыбка будет. Ну, опять же, это как вариант. Не исключаем, что может быть такое, что вас будут втягивать в какие-то махинации. Это тоже может быть. Горизонтали, вертикали не нашла совпадений. Получается, в этот день у вас деловая встреча, решение какого-то важного вопроса, ключ, открытые двери, возможности, да, вот, иметь ключик от любого замочка, это прекрасно всегда. Дальше гости, застолье, интимная связь. И единственное предупреждение, это выпала рыба, скользкое дело. Но опять же, у меня по ощущению, да, идет, что это больше вот как-то будет связано с этими застольями. Но на всякий случай будьте начеку, чтобы никто вас там не обманул в этот день, не втянул вас в какие-то истории. Благодарю за внимание, водолеи. Перехожу к рыбам. Так, теперь рыбки. Смотрим вас. Остались только вы у нас. 13 мая. 13 мая. Вторник. Рыбы. События дня. Свиток.
Первое событие. Корабль. Второе событие. Будильник. Интересно. Ожидания и проблемы со временем. Долгое ожидание. Весы. Цветочек. Домик нельзя. Рыба. Так, рыба. И здесь не вижу. Значит, рассказываю. Точно может быть какая-то важная деловая встреча. Долгое, нудное ожидание. Проблемы, видите, со временем. Будильник показывает, что то спешите, то опаздываете, то ждете. В общем, какие-то постоянно будут сбои по времени. Сложный выбор или колебания. Надо, не надо, делать, не делать. То есть весы всегда показывают сомнения. Исполнение желания. Очень классное событие. И последним событием выпало предупреждение. Это скользкое дело. Когда кто-то втягивает вас в какие-то неприятные истории, здесь надо быть очень осторожным. Это встреча с мошенниками, аферистами. Так что будьте начеку. И видите, время. Вот они тоже постоянно работают, да, через время. То есть они заставляют человека либо долго ждать, либо наоборот сильно спешить. Это их, их тактика. Техника такая для того, чтобы обдурить. Нужно, да, вот человека вывести в состояние равновесия. Поэтому будьте начеку. Может быть, вот эти сомнения у вас, как, так как вы знак воды, сильная интуиция. И как будто бы что-то внутри будет подсказывать, что да, это какая-то афера, это какая-то неправда. Поэтому, если вот эти сомнения будут, обязательно прислушайтесь к своей интуиции. Вот такая вот информация для вас. Плюсиком, конечно, выпадает исполнение желания. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.